Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки у нас будет непростой и звучит так. Во что совсем уже не верите, но что обязательно случится. Загадайте на себя, просто назовите свое имя и дату рождения. Ни о чем не думайте и внимательно смотрите и запоминайте все то, что буду я говорить. На этом я вводную часть заканчиваю, убираю назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Финансы, вот прям финансы. Не верите вы, что денежек у вас будет достаточно, не верите, что справитесь со своими сложностями. Здесь у кого-то то ли долги очень большие, какие-то прям обязательства, вы из-за этого ни спать, ни есть не можете. Нужны деньги, нужны деньги. Кому-то нужна определенная сумма, а кому-то в принципе нужны деньги для того, чтобы жить, существовать. Кто-то у меня долгие годы не живет человек, а выживает, выживание идет. Очень тяжело, очень плохо. Вот основной посыл, самое главное, основное для большинства, это проблема с финансами. Вышла она здесь. Вышла, и здесь прям, смотрите, какие-то и путы финансовые, и преграды финансовые. Хочется жить, но не за что, либо нет этой базы, на которой вы могли бы построить свою жизнь. Вы не верите, что ваши проблемы разрешатся. Вы не верите, что вы сможете жить, скажем так, не считая копейки и не выбирая между пачкой макарон и, например, буханкой хлеба. Вот что выходит. Вы в это не верите. Вы считаете, что дальше будет только хуже. Вы считаете, что вы, разорение, по миру с протянутой рукой, многие думают о таком будущем и его очень боятся. Но я вас спешу успокоить, такое будущее вам не грозит. Да, кто-то переживет разорение, кто-то переживает уже это разорение, банкротство, может быть, переживаете. Но это не приговор, это не катастрофа, это не точка и не конец. Это лишь начало нового. Смотрите. Отсыпка у нас общая, но раз вы на нее попали, значит здесь для вас очень важная и полезная информация. Просто так люди не попадают на мои гадания. Даже если вы подписаны, и даже если вы трижды этот колокольчик нажали, это сама судьба. Перед каждым гаданием я провожу специальный обряд, ритуал на то, чтобы вам передать свою энергетику, на то, чтобы помочь вам. И прошу высшие силы присылать ко мне, приводить на мои гадания только тех людей, для кого будет эта информация. Если вы здесь, это для вас. Слушайте меня внимательно. До конца года будет сложно, будет очень сложно, кому-то просто даже невыносимо. Но это время вы переживете. Вы его обязательно переживете. Новый год принесет вам новые возможности. У кого-то это будет декабрь, у кого-то это будет январь. Не думайте, не цепляйтесь к цифрам, не цепляйтесь к датам. Абсолютно от этого отстранитесь. Знаете лишь только одно. У вас идут возможности. Возможности на то, чтобы все исправить, все поправить. Если нужна работа, она появится. Может быть, даже и не одна. А может быть, вы и сами начнете работать. И я вижу, что у вас финансовый ваш поток, он приоткрывается. И знаете, как набирает силу, набирает мощь, как бы маленькая такая струечка превращается в поток, а потом, знаете, как вода под напором из крана идет. Вот что вас ждет. Ваши финансовые эти все осложнения, трудности, проблемы,
они заканчиваются однозначно. Здесь даже и переживать не стоит. Да, еще придется немножечко побороться, там, повыживать, поднатужиться, поэкономить, придется, но сколько тут уже времени осталось до Нового года? Совсем ничего. Следующий год для вас идет финансово стабильный и финансово успешный. Понятно, что каждый пойдет своим путем. Кому-то, вон, смотрите, наследство прилетит. Вы даже и думать, не гадать, сидите, вот даже и представить себе не можете, откуда придет. А оно придет, и его будет много. Там не только, например, там деньги будут, да, может быть и недвижимость какая-то, там автомобиль, может быть, какие-нибудь там предметы роскоши, да. Что-то обнаружится, причем такое, знаете, вот капитальное, это серьезные вещи, послушайте, кому-то очень повезет. Кто-то действительно найдет очень прекрасную работу, где вы будете абсолютно чувствовать себя реализованным, счастливым человеком. Вам будет нравиться ваша работа, и вы будете получать достойную оплату. Ну, а кто-то у меня даже сам начнет заниматься своим собственным делом. Потихонечку, полегонечку, туда-сюда будете развиваться сами, будете развивать свое дело. Там еще какие-то люди у вас там подтянутся, может быть, в вас будут вкладываться, в ваше дело, да, человек поверит в вас и будет в вас вкладываться. А может быть, как партнера себе найдете, а может быть, вы сотрудников себе наймете. У вас тут такой, знаете, очень плотненький, дружный коллективчик образовывается. Вот кто зашел на мою цепку, следующий год для вас просто урожайный, стабильный. Вы знаете, что вы делаете, вы в себя верите, в вас верят. Вы такой, знаете, уверенной поступью идете по жизни. И деньги для вас не проблема, совершенно не проблема. Да, вы будете набирать обороты. То есть это не в один день все случится. Это будет потихонечку так развиваться, так по ступенчикам. Знаете, как будто бы по ступенчикам вы вверх поднимаетесь. Но обычно, когда мы по ступенькам поднимаемся, тяжело становится. Там 10 ступенек прошел, уже там и ножки чувствуют, и уже одышка может у кого-то появляться. А у вас наоборот пойдет. Чем дальше вы будете подниматься, тем вам легче будет подниматься по этим ступенькам. Мои хорошие, вы не верите, а я вам предлагаю проверить мои слова. Следующий год. И прям, знаете, вот даже начало года уже для вас, смотрите, как улыбается удача. Уже пойдут знаки, уже пойдут возможности. Вы уже поспокойнее себя будете чувствовать. Уже уверенность появится. Уверенность в том, что я не пропаду. Со мной все будет хорошо. Так, смотрите, кто-то у меня будет проходить какую-то процедуру. Очень похоже на процедуру, когда вам как списывают что-то, да, от вас что-то убирают. Как перечеркивают, вычеркивают вас из каких-то списков. Как спишут с вас долги, что ли. Либо, может быть, какой-то даже перерасчет. Хотя нет, не похоже на перерасчет. Похоже на списание. Списание ваших долгов, списание каких-то очень тяжелых обязательств. С вас списание. Не могу сказать, по какой причине это будет происходить. Но то, что вас освободят от вот этого ярма финансового, это действительно какое-то ярмо очень тяжелое, невыносимое, это точно. Будет какая-то причина, какой-то повод, причем такой, знаете, серьезный. А у кого-то отыграется даже, что это как глобальный повод идет на то, чтобы вам списать. Может быть, какая-то специальная программа, может быть, действительно найдутся причины. Вам спишут ваши долги, просто спишут. Еще хочу предупредить девочку. Девочка у меня здесь есть. Девочка, женщина. За вас мужчина заплатит. За вас мужчина заплатит. Ваши долги, либо кредиты. Что-то он за вас заплатит. Человек, у кого-то отыграется, что любит, а у кого-то отыграется, что просто человек решит помочь. Именно вам, конкретно вам. Что-то в вас увидит, что-то к вам почувствует. Вот прям выберет глазами вас и скажет, вот ей я помогу. Возьмет и за вас заплатит. А у кого-то прям всплывет мужчина, то ли из прошлого, то ли где-то он там рядышком с вами ходит, бродит, все мучается, как бы вам помочь, как бы для вас быть нужным и полезным. Да, вы с этим мужчиной жизнь свою сведете. Видите, у вас тут колечко от этого мужчины идет. Не только деньги он за вас заплатит, да, за ваши обязательства, но еще и колечко вам подарит. Я так понимаю, что вы, с ним сойдетесь из чувства благодарности, но это все перерастет в любовь настоящую, искреннюю, такую, знаете, сильную. Это даже не только любовь, но и дружба у вас идет.
Очень, кстати, классная ситуация. Особенно для женщин, кто сейчас совершенно одна, в проблемах, с детьми. Такая жизнь прям тяжелая. Условий я у вас не вижу хороших. Вы для детей стараетесь, вы даже о себе не думаете, вы для детей стараетесь, но не получается вам выбраться. Не хватает ресурса, либо не хватает, ну, действительно, поддержки. Вы вообще женщина очень умная, вы женщина очень стабильная на самом деле, и у вас высокий интеллект, у вас вот это вот рвение к прекрасному, вы умеете быть профессионалом, причем в любой сфере. Но не тому доверились, да, в какой-то момент у вас жизнь под косяк пошла. Вернее, не так, не у вас жизнь пошла, а вас туда загнали, в какой-то угол вас загнали. Наладится. Смотрите, тут у вас и эта финансовая проблема, и условия у вас улучшатся, и мужчина у вас появится. Это будет, это обязательно будет. Мужчина, сразу хочу сказать, классный. Он классный, и он, понимаете, он настоящий друг. Это лучше, чем любовь, правда. Вот он вам вот и будет таким спутником жизни, настоящим другом. Идет человечек в вашу жизнь. Возможно, какой-то бывший. Возможно, сейчас рядом с вами ходит, никак не может вам выразить свою любовь. Возможно, новый появится. Да? Почему нет? Жизнь, она ведь такая непредсказуемая. Так, еще по поводу брака. Кто-то в браке мучается, страдает, непонятно, то ли мужик гуляет, то ли что-то не получается у вас наладить отношения, а вам кажется, что все, конец, разруха, развод, расход, и так будет лучше. Вы так думаете. Вы не верите в то, что может все восстановиться, что мужчина исправится, либо вы все-таки сможете как-то договориться, найти общий язык. Я сейчас развею все ваши сомнения. Смотрите, почему не получается. Тут вашего мужчину, видите, какая-то женщина за ногу дергает. Вот вы ругаетесь с ним, а вот она стоит, его за ногу дергает. Какая-то женщина. Есть либо соперница, либо вражина, недоброжелательница, одним словом, которая вашего мужчину вот этим подергиванием, она его немножечко, хотя чего тут, я стесняюсь, это даже не немножечко, это очень множечко. Она ему все портит. Она портит не только, кстати, отношения с вами, но и его жизнь она портит. Там деньги, работа, карьера, да, в принципе, реализация, да, все она ему портит. Может быть, специально его дурному учит, может быть, магичит. Там, вы все разные, у всех разные ситуации, мы тут не индивидуально смотрим. Вот эта женщина, с ней что-то происходит. Вот не могу сказать, что. Она, видите, как рисуночек в самом углу. Ее, вот видите, ангел, ангел темный. Это не светлый ангел, это темный ангел. Он ее как будто бы вот выталкивает. Простите, скажу как есть, да, как будто бы из жизни ее выталкивает. Не только вашей, либо этого мужчины. Может быть, в принципе, да. Может быть, время ее пришло. Придет за ней ангел смерти. Уберется эта женщина, вернее, не уберется, ее уберут. И у вас с этим мужчиной все наладится, и вы так с ним сблизитесь, и вы прям вместе вон за ручки беретесь и идете по одной общей дорожке. Все у вас будет хорошо. Девочки, кто в детородном возрасте, даже если вам уже там и 40, если пока климакса нету, вы еще и ребеночка можете с ним родить. Такого позднего ребеночка, но очень любимого, и прям отрада души вашей будет, и вашей, и мужчины. Так вас сблизит, так у вас все прям, знаете, как наладится. Душа душу будете жить. Уйдет вот эта мерзавка, и все у вас будет хорошо. А ей уже пора. Натворила она зла, причем... Ой, ладно, промолчу. Нехорошая личность. Так, во что еще не верите? Не верите в новую жизнь. Почему-то мне все время идут условия, жизненные условия, какие-то плохие жизненные условия. Может быть, совсем у вас нет условий, в плане того, что у вас даже крыши над головой нет, вашего, да, угла, где можно просто посидеть, там, расслабиться, да, места своего нет.
А может быть, вы живете в каком-то разрушающемся доме, где действительно очень такие ужасные условия, либо вы боитесь, что вот-вот что-то плохое случится. А может быть, вы пережили уже что-то плохое, может, дом ваш разрушен, там пожар был или какая неприятность была. У кого-то прям душа так плачет за этими условиями. Вот хочется хотя бы вот где голову притулить. Не то, чтобы там свое иметь, чтобы место, где я могу себя спокойно почувствовать, расслабиться, да, там, поспать, поесть, чтобы меня никто там не гонял и за мной не следил. Вот чего хочется. Вы не верите, что у вас будет. Вот дорого стоит, негде брать. Угу. Какая-то прям беда у вас с этими условиями. Смотрите, что говорят. Ну, во-первых, по звезде ваше желание исполнится, условия у вас будут, дом у вас будет, крыша у вас будет. Только тут два момента очень важных. Первый момент – это момент перемещения, то есть у вас будет дом, но не там, где вы сейчас находитесь, обитаете, а совершенно в каком-то другом месте. Причем через какую-то долгую, такую, знаете, витиеватую дорогу. Какой-то очень сложный, долгий путь вы должны будете пройти, либо проделать, чтобы попасть в то место, где у вас будет ваш дом. Очень похоже на какой-то дальний переезд. Может быть, несколько раз вы будете переезжать, пока найдете свое место. Там именно дом выходит. Дом, ну, как коттедж, да? Очень славное место. Я не могу понять, как вы его обретете. Но через руки идет, через руки. Ну, это может быть и купля-продажа, это может быть и подарок, и также наследство может быть. Да, может быть, даже как выделят вам это место, чтобы вы там жили. Если есть такие программы, может быть, где-то есть, но у вас именно так идет. И второй момент, идет крыша от мужчины, через мужчину. То есть, я так понимаю, через брак. Брак, либо вашему мужчине, ну, например, наследство останется в виде недвижимости. Но вот чтобы вы не боялись, этот мужчина, но опять же таки, да, вы все разные причины. Может быть, от переизбытка чувств на вас это все перепишет, либо какое-то условие, может быть, будет, чтобы на вас была недвижимость записана. Может быть, он у вас там уклонист от налогов, на вас запишет недвижимость. Но в любом случае идет недвижимость от мужчины. Но это больше похоже на квартиру, то есть апартменты. На квартиру в многоэтажном доме, да. Но тоже очень неплохой вариант. По поводу заработать и купить. Вот прям мысль такая пришла. У кого-то, наверное, есть. Вы хотели бы заработать и купить. Нет, я не вижу, чтобы заработать и купить. Почему? Потому что вам вот именно недвижимость, крыша над головой идет как дар. Да, либо, как получается, дар от высших сил, от людей, либо от мужчины идет. Вы эти деньги на что-то другое будете тратить. Скорее всего, на себя, на свои какие-то, ну, скажем так, действительно на себя потратите, да, возьмете себе там что-нибудь, поменяете на новенькое, на более там, красивенькое. Может быть, кто-то на операцию пойдет, кто его знает, да, какую-нибудь пластическую. Может быть, вы себе, ну, не знаю, не недвижимость, а автомобиль приобретете. Может быть, еще что-то для себя сделаете. Нет, на себя будете деньги тратить. Все равно я не вижу, чтобы у вас получилось... Чтобы нет, не так, чтобы вас получилось, чтобы вам дали, да, дали купить. Нет, вам дарами идет. Либо от мужчины дар идет, либо от людей через руки идет дар. Так что, мои хорошие, будете тратить на себя. Работайте, собирайте, будете тратить на себя, на улучшение и на прокачку себя. Так. Здесь какие-то зависимости вышли. Болезнь, зависимость. Человек вот как кукла, как тряпичная кукла, либо сил нету, ну, болезнь настолько сильно одолела человека, либо человек зависимый. Ну, очень часто, кстати, по таким куклам показывают алкашей и наркоманов. Вот, выходит такой человек. Также, кстати, раковых показывают таким образом. Ну, это из моей практики. Может быть, и другие какие-то заболевания.
Но тем не менее, человек слаб телом и управляем либо, ну, скажем так, наркотиками, да, алкоголем, либо болезнью управляем. Вам кажется, что это все прощание, да, если там человек болен, либо там, человек не исправится, так и там сопьется, например, да, если алкоголик. Но я вам так скажу, тут будет ремиссия. Если человек болен, будет ремиссия. Причем ремиссия достаточно продолжительная. Может быть, даже в течение нескольких лет будет ремиссия. То есть человеку будет лучше, как отступает болезнь. Дальше я не скажу, потому что все-таки в левой стороне вышло. Здесь не показали. Но благодаря вашей поддержке, вы видите, вы человека вот держите за руку, помогаете ему встать. Благодаря вашей поддержке, вашим молитвам, вашим добрым мыслям у человека будет ремиссия, кто болен. На ближайшие несколько лет это точно будет ремиссия. Если человек, ну, скажем так, злоупотребляет чем-то нехорошим, то же самое. Вашей поддержкой человек немножечко придет в себя, будет желание лечиться, будет желание отказаться от всех этих пристрастий. И вот на несколько лет я вам точно могу сказать, что будет улучшение. Как дальше будет, мне, честно, не показали, потому что, видите, вот он самый крайний, вот возле угла у меня рисунок. Правда, не показали. Но то, что будет несколько лет у вас, ну, улучшение и счастье, это да, это будет. Ну, знаете, как вам предлагают эту ситуацию постоянно контролировать, отслеживать. И тогда все будет хорошо. Ну, вот как я это чувствую, как я это вижу. Так, еще очень важный момент. В. У вас выходит буква В, человек на букву В, либо место на букву В. Вам нужно избегать по возможности, да, проживания вместе на букву В, либо общения с человеком на букву В. Человек для вас опасный, может подвести, довести, ну, большую неприятность вам сделать. Да? Не буду уточнять, что, пусть лучше оно на песке останется. Если мы говорим про место, то место для вас может быть, ну, крайне опасным. Поэтому подумайте об этом. Почему-то вы считаете, что человек, либо место на букву В вам, ну, вам подходит, да, вам там неплохо, либо вам там безопасно, либо с вами там все будет хорошо. Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь, вы должны принять меры и отстраниться от человека, да, либо переехать с этого места. Это вот такое вам предупреждение вышло. Ну, не буду, все-таки не буду я вам уточнять, что конкретно я вижу, но это, поверьте, это похоже на беду. Вот. Пусть она вас обойдет, я сейчас закрою этот песок, но и вас я тоже предупредила. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя, пожалуйста, верьте, даже и не сомневайтесь. Вот про деньги это 100%, прямо гарантия вам. Следующий год для вас от такой пойдет, когда все у вас будет замечательно. Ну и по личной жизни тоже оно все сложится. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.